меняет масты. Вот смотрим хронологию, да, мы все с вами сидим в социальных сетях. Вот молодежь сейчас основная. Но вот что они пишут? Наши же крымские татары, которые там на сегодняшний день, да, я их даже не знаю, я не хочу их даже причислять к нашему народу. Я не хочу употреблять тот лексикон, который они выражают в открытых социальных сетях. Мы вашу семью ждем на границе, мы вас будем иметь, ну и всякие некие гадости, которые вообще. Это люди еще называют себя мусульманами, крымскими татарами. Мне хочется задать исламову вопрос в открытую. Я его знаю с 1997 года, если не раньше. Но он только на себя какую роль он в своей жизни не примерил, один Аллах знает, и он сам знает. Но это его право, да? Но поймите такую суть. Его дом практически находится напротив моего дома. Вот за 5 лет к его дому никто не подошел. Ни один человек, не говоря уже о правоохранительных органах, о государстве, у него что-то изъяли, отобрали. Вот он себя постоянно везде хочет показать потерпевшим. Но из нас же никто не виноват, что он сделал десятки миллионов долларов долгов, и у него банки изъимали его закредитованное имущество. Мы над этим не радуемся. У каждого человека может быть в жизни какие-то проблемы. Да? Я сейчас выражаюсь даже, допустим, не как общественник, а как сын своей матери. Вот моей маме 65 лет, он ее прекрасно знает. Ты зачем туда отправляешь вооруженных людей, пугаешь женщину, которая перенесла 2 операции на сердце, и постоянно ее кошмаришь на протяжении полугода, последних, да, звонишь и говоришь, вы должны мне платить 50%, у вас не будет проблем. Это вообще какую надо совесть в жизни иметь? Это надо быть каким? Крымским? Это вообще любой народ. Вот любое вероисповедание, пускай это будет любой человек, но это в нормальную человеческую голову это не лезет. Понимаете, это самый настоящий беспредел. И если кто-то думает, что сегодня, допустим, это коснулось Сетмер-ага, моей семьи, завтра Абдураима не коснется, допустим. Много здесь нас, которых может коснуться. Так что у нас получается? У нас в народе что, тоталитарный режим? Мы не имеем права жить на своей родине, выражать свою, образно говоря, волю. Почему там кучка людей из 3-4 человек постоянно диктует, как нам жить? Вот понимаете, ну мы же здесь тоже собрались, наверное, не безразличные люди, да, происходящим процессом. Я просто что хотел бы сказать. Во-первых, я считаю, что нам... еще вот самый основной нюанс. У меня мама по сей день, она гражданка Украины. Немитулаева Надежда Ибрагимовна, она по сей день гражданка Украины. Так что получается? Те, которые больше всех кричат, что они там якобы переживают за крымских татар, они же, наверное, где-то сверху получили это одобрение, извините, чинить этот произвол. Но не может быть, это же не сказка, понимаете, что они от кого-то, наверное, получили эти санкции. Мы понимаем, от кого получили санкции. И вот когда они на международных площадках кричат, мы и так переживаем за крымских татар, их права ущемляются. Вот у нас здесь сейчас сколько стоит, приведите хоть один пример, где без юридической базы, необоснованно, недоказательно у кого-то из наших крымских татар отняли собственность. Вот честно, я хочу просто задать вопрос при всех. Пока нет. Пока нет. Здесь у нас нет пока. Вот пока нет, правильно, да, Исендар? Ну а что там происходит? Вот я вам приведу простой пример. Им же не стыдно на этом же АТР и канале, да, я вам говорю за 2015 год. Уже, наверное, все забыли, где на границе с Крымом стоит гостиница, тоже частная собственность. Собственность ту, которую человек построил за свои деньги, своими руками, ногами, там, не знаю. Это его право. Опять же, туда заходил батальон Аскер, они снимали на камеру, как они срывают обои, как они ломают мебель. Оказывается, Ситумер предатель. А в чем он предатель? И вообще, кто позволил? Вообще, кто разрешает? Я скажу дальше. Вот все его это бандформирование 4 года живет в гостинице Чангар и отказывается платить. Они пользуются водой, они пользуются светом, они пользуются полностью всеми услугами и не хотят платить. Где такое есть? Вот вы представьте себе, вот на минуточку, в чей-то дом мы сейчас с вами все вместе заходим, вот вся наша хорошая вот дружная компания, и мы начинаем жить и говорить, вы знаете что, товарищ Ислямов, нам понравился твой дом. Вот в чем парадокс, вы понимаете? И другие народы это видят и смотрят, и они смеются, понимаете?
Я что хотел бы сказать, мы вообще все должны, я думаю, принять какую-то резолюцию, сделать тоже обращение на Петра Порошенко, на президента Украины, прокурору, везде написать, это что за неправомерные действия. Вот мы здесь, крымские татары, нам не нравится, как вы обращаетесь с крымскими татарами, живущими на территории Украины, которых вы так говорите, вы их защищаете. А где вы их защищаете? То есть у вас идет избирательная защита какая-то, понимаете? Там же, допустим, вот они в течение года пытались посадить Нимитуллая Надея в тюрьму. А не за что. Понимаете, там следователи, суды отказывают, говорят, тут нет никаких нарушений, опять появляются какие-то следователи, опять они хотят. А что эта женщина сделала? Так они все говорят, найдите общий язык с Ленуром, никто вас трогать не будет. Понимаете? Они там, допустим, мы с вами все видели, как перевозчики из числа крымских татар поднялись. Они их 2 года вытерпеть не могли. Ребята поднялись. Почему? Потому что, опять же, приезжал Ислямов, приезжало выдуманное ими полпредство, якобы крымское, вместе с Зетом Гдановым, и пытались обелечивать таксистов. Тех таксистов, которые сутками мерзнут, живут в машинах, не знают, как свои семьи прокормить. Они говорят, вы должны нам платить. И опять же люди поднялись, и они раз отошли в сторону. Там тоже джемат, я вам скажу, каждый день пишет, звонит, говорит, что делать, давайте поднимемся. Мы боимся лишь чего? Что там может произойти какая-нибудь конфликтная ситуация, понимаете? И не дай Аллах, там чья-то из наших соотечественников или вообще прольется кровь. Не хочется вот эти вот себе, как говорится, на душу брать такую ответственность. Но и там народ недоволен ихними действиями. И что получается в результате? Мы здесь живем, мы пытаемся сохраниться, мы пытаемся умножиться, мы пытаемся жить у себя на родине. Они на сегодняшний день всему миру показывают, что мы готовы друг друга истреблять. Но это нормально. Самое страшное из всего этого, я за свою деятельность, за свою работу все сделал для того, чтобы в моем или в Рогеническом районе не отличали татарин, армянин, русский, украинец. Мы все были как целой семьей. Сегодня все люди пишут, говорят, откуда эти люди появились? Говорят, мы жили, местное население сейчас... Да, сгенически нам сутками, Багашлан, да, сутками, вот, вот у нас наша пресса пресса стоит, нам сутками в организацию люди пишут, оттуда, с Генического района, разных национальностей. Говорит, нам что сделать с этим произволом? Вот что реально делать? Люди реально понимают, что они приходят, просто ищут, где отдаить денег. Понимаете? Причем они боятся к другим народам подойти, потому что знают, что получат обратку, и очень серьезную. Понимаете? Вот эта побратимость, она быстро закончится. Вот. Кого надо иметь крымских татар. Парадокс. И вообще, чем быстрее мы начнем кричать, что эти люди вообще не имеют никакого отношения к крымским татарам, тем быстрее мы восстановим справедливость в нашем народе.